Я всегда есть энтузиазм, мне интересны больные, я люблю своих больных. За 20 лет работы изменилась структура. В последнее время поступают дети с парасуицидальными попытками. Пока ты не поменяешься сам, к сожалению, ты ничего не сможешь дать своему ребенку. Психиатр, психотерапевт может вам помочь, да, решить многие проблемы. Для них слово «пси» – это вообще табу. Всем привет! Это снова рубрика «Профи в деле». С вами Дарья. И сейчас мы покажем вам, как работает медперсонал психоневрологической больницы по улице Котенко. Погнали! Вообще, почему я выбрала эту специальность? Ну, скажем так, это, наверное, по призванию, я так надеюсь на это. Будучи еще студенткой второго курса, придя в психиатрическую больницу на практику, я поняла, что я буду психиатром, потому что это мое. Ну, во-первых, плюс моей специальности – это здесь я могу реализоваться как профессионал в психиатрии в первую очередь. Если мне интересна наука, да, здесь, пожалуйста, огромное поле для творчества, скажем так. Да. Второе, наверное, тоже самое важное, я здесь могу реализовать, ну, скажем так, свои личностные качества, такие как милосердие, доброта, да, вот такие вот. Потому что я сколько лет уже работаю, да, практически 20 лет я в профессии этой психиатрии, и нет у меня такого эмоционального выгорания. Я этого не чувствую. Да, я всегда есть энтузиазм, мне интересны больные, я люблю своих больных. И вот это вот самое главное. Да. Минусы, конечно, здесь эмоциональное выгорание, потому что когда даешь частичку себя, то надо как-то восстанавливаться. Вот это вот достаточно. Потому что каждого пациента, да, сейчас очень много стало, я вот за 20 лет работы, изменилась структура детской психиатрии. Ранее были в основном это дети с умственной отсталостью. Вот я когда начинала работать, я тоже заменяла очень часто заведующую отделением детского. Да, ну, там на коррекцию поведения, токсикоманов было очень много, вот 20 лет назад. Чаще всего, конечно, в последнее время поступают дети с парасуицидальными попытками, с реакциями на какие-то ситуации, трудности, взаимоотношений с ровесниками, с буллингом, да, взаимоотношения в семье очень часто, да, какие-то проблемы, да, в семье. Ну, ребенок пытается решить как бы по-своему, да, и совершает, например, такую вот парасуицидальную попытку, да, для того, чтобы, например, были несколько случаев остановить мать от алкоголизации, допустим, да, спасти таким образом семью, да, ну, а, соответственно, попадают сюда, да. Ну, относительно, можно сказать, это здоровые дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, да, вот. Таких детей с каждым годом становится все больше и больше. Отделение у нас работает от 4 до 15 лет. Чем раньше, конечно, с такими проблемами поступят, чтобы, ну, уже в каком-то более старшем возрасте этих проблем не было. На втором месте сейчас у нас идут дети с аутизмом. Их с каждым годом становится больше. Когда начинала свою работу, это были единичные случаи детей с аутизмом, да, с тяжелыми вот этими формами. Не знаю, по какой причине, но с каждым годом таких детей становится больше. И крайне редко это с психозами. Все-таки дети с такими с острыми психотическими состояниями – это единичные случаи. Ну, 1-2 ребенка где-то в отделении, не более того, ну, которые имеют такие проблемы, как галлюцинации, бредовые идеи. А еще единичные случаи – это вот сейчас появились дети с нервной анорексией. Тоже есть. Это как? Это с проблемой пищевым поведением, то есть которые отказываются от еды, то, чтобы похудеть, хотят похудеть. Девочки, ну, там, наверное. Да, это девочки, да, у нас.
Ранее тоже в детском возрасте как-то они не встречались, более взрослым все-таки были. А сейчас вот такие уже 12-13 лет вот в таком возрасте поступают. А шизофрения приходит? Да, вот с психозами, да. Это и есть, с острыми психозами, это и есть дети с шизофренией. Есть такой детский тип шизофрении, который может начаться в достаточно раннем возрасте, уже начиная с 3 лет, 4. Ну, 3 года таких детей мы не принимаем, с 4 лет. А как понять, что вот у ребенка шизофрения? Они как-то подают себя? Да, ну, во-первых, они галлюцинируют, во-вторых, у них есть так называемые кататонические симптомы, они начинают повторять за окружающими слова, они находятся в ступоре, они в каком-то вот... Были такие случаи, девочка уходила просто вот, в чем была, как в минус 50, под действием галлюцинаций, да, поэтому это такое состояние, конечно. Лучше здесь обязательно это, ну, просто по экстренным показаниям, здесь таких детей надо госпитализировать. Шизофрения, ну, более длительно, конечно, чем детей с реактивным психозом. Здесь нужно и подобрать, и купировать этот психоз. Ну, а здесь от 2 до 6 месяцев может длиться лечение, поэтому все индивидуально. ВАЛЬ, магнитная стимуляция у нас есть. А как она работает, магнитная стимуляция? Магнитная стимуляция, ну, в основном это для реактивных состояний, да, это с помощью магнита воздействует на определенные зоны головного мозга. То есть, как вот магнит, вот это какое-то оборудование, да? Да, это оборудование. И оно надевается, наверное, на голову? Нет, оно не одевается, это вот, скажем, такое, оно над головой там, да, находится. И вот это помогает? Это помогает, ну, для реактивных, арт-терапии и так далее. А детки между собой тут дружат? Да, они многие здесь как раз находят друзей, где они не могут найти. Здесь они товарищи по несчастью очень часто. В первую очередь все проблемы, неважно с каким диагнозом ребенка, даже с шизофренией, да, ну, понятно, не считая только самых тяжелых форм, да, шизофрении, связаны именно с проблемами в семье. Ну, это в первую очередь и родителю, да, ну, ребенок пока родителю надо идти к психологу, да, и меняться самому, потому что пока ты не поменяешься сам, к сожалению, ты ничего не сможешь дать своему ребенку. А что вот делать таким родителям, у которых дети не слушаются? Ну вот просто ни в кого не вставляют, не считаются вообще с родителями уже с лет 10, наверное. Вот что делать таким родителям? Стоит ли обращаться сразу в психологическую больницу или для начала, если даже психолог, например, не помогает? Ну, можно обратиться к психотерапевту. Иногда ведут ребенка, а надо вести-то не ребенка, а родителя к психотерапевту, да. Может быть, подумать, может, что-то в вас не так, да, что-то в вашем поведении, в вашем методе воспитания, потому что ребенок-то родился абсолютно, ну, как чистый лист, как чисто, и что вы туда заложили, то и получили. И почему ребенок так себя ведет? Значит, что-то неправильно было в вашем воспитании, в вашем поведении. Но есть всегда шанс поменяться. И понять, ну, в первую очередь, надо понять, что не так с вами. Для этого есть специалисты, к которым можно обратиться, может быть, самому сходить к психологу, да, и узнать. У нас в первую очередь помогает воспитатель, занимается. Детки также собирают тут пазлы, делают поделки, очень красочно все, очень здорово. А были ли такие случаи, когда у ребенка были проблемы в семье, и он хотел, наоборот, остаться здесь, ему тут было? И что в этом случае делать, если родители не понимают? Ну, есть же такие семьи, где, ну, вот плохо вот обращаются, как вот не объясняем. Чаще всего, очень, что интересно, вот как раз подростки, они хотят прийти к психологу, психиатру, психотерапевту. Но у родителей, у многих есть такая стигматизация в отношении психиатрии, вообще психологии. Для них слово «пси» – это вообще табу. И поэтому, когда ребенок говорит, что мне надо вообще-то к психиатру, да, или там, к психотерапевту, а может быть, мама, отведи меня к психологу, родители отмахиваются очень часто, да, но потом это все равно ребенок добивается своего, он совершает вот эту какую-нибудь суицидальную попытку, там режет, ну, чаще всего режут они там, да, запястья, потом что травятся таблетками у нас, вот такие частые случаи. А это разве не манипуляция? Это определенная манипуляция. Ну, у ребенка это депрессивное состояние, в конце концов это к этому приводит. Конечно, есть манипулятивное поведение, но оно тоже есть определенная причина этому, да, просто так ребенок не будет совершать такие поступки. Всегда можно найти выход из любой ситуации. Нет вообще таких ситуаций, которые нельзя было бы решить. Все проблемы, они решаемы.
вы просто вот сейчас вот не видите. Так, эта комната у нас, как называется? Получается комната игровая. Здесь дети проводят время вечером, в основном смотрят телевизор, мультфильмы. Здесь можно подключить флешку, там какие-то... 2 диванчика буквально, телевизор, стульчики, и тут Конечно, детишки пока проводят свое время. не хватает некоторых материалов, которые бы хотелось, например, я давно уже давала заявку на психосенсорные, да, вот различные оборудования для детей. Особенно сейчас много стало... Раньше было не актуально, сейчас много детей с аутизмом, которым хорошо бы нам комнату вот этой психологической разгрузки для таких детей. А что вот еще не хватает? Детишке, наверное, нужно гулять, да? Да. А на улице, наверное, какая-то нехватка. Что вот конкретно нет? Ну, конкретно, конечно, ну, какие-то игровой комплекс. Там у нас, конечно, есть определенные, там, да, песочница, скажем. Ну, конструкция этих, ну, не знаю, каким образом она коснется. Ну, водопровод туда хотят провести, сделать какие-то навесы более удобные, беседки. Ну, пока. А вот для детского отделения, ну, были вот эти все игровая площадка, но она с советских времен состарилась, к сожалению, нам пришлось ее демонтировать, потому что она негодность пришла. Ну, а сейчас вот как бы новые требования. Пока это вот у нас силами спонсора там некоторые вещи все-таки, хотя бы песочницу нам сделали и так далее. Ну, вообще в психиатрическую службу не надо бояться обращаться, потому что чем раньше вы обратитесь к психиатру, к психологу, к психотерапевту, тем быстрее мы решим такие серьезные достаточно проблемы, да, а последствия могут быть достаточно серьезные. Очень много у нас законченных случаев суицида среди детей и подростков. И только психиатр, психотерапевт может вам помочь, да, решить многие проблемы. Поэтому не стоит бояться, что мы здесь закроем ребенка, не будем там, да. Сколько вообще вот в среднем получает врач, именно конкретно врач, и еще медсестра, потому что, может, не спросили? Медсестра меньше намного. К сожалению, пока проблема есть с заработной платой медсестер. Они, я считаю, получают намного ниже, чем они достойны. И получается у нас разница между медсестрой, настоящим квалифицированным специалистом, можно сказать, да, и санитаркой достаточно небольшая. В пределах 10, там, максимум 20 тысяч. Ну, значит, медсестра там около, наверное, 35? Нет, медсестра получает около 40-50. Нормально. Да, ага. Средняя такая зарплата. Средняя, да. Но это врач достаточно, ну, как бы низко, потому что и около 50 получает санитарка. И получается, если это медсестра училась, она получила специальность, они подтверждают свою аттестацию, там, ну, много, а получает, ну, чуть-чуть, там, на несколько тысяч больше, или даже иногда меньше выходит, чем санитарский наш состав, да. То есть сейчас санитарам вот у нас подняли, а медсестры так остались на этом же уровне. Ну, врача, когда я пришла работать, конечно, зарплата была смешная. У врача 20 лет назад, поэтому я могу сравнить. Все мне крутили у головы, зачем ты там пошла с врачом, там такая низкая зарплата, да. Ага, ну как все, ой, там, да. А сейчас они мне завидуют, да, и говорят, как хорошо, что ты, оказывается, стала врачом, теперь зарплата более-менее достойная, да. Действительно, она повысилась, ну, средняя около 100 тысяч врач, наверное, получает.